Башенные комплексы Игикал и Вовнушки, храм Тхабай-Ярды и другие достопримечательности Горной Ингушетии посетили сегодня участники международной научно-практической конференции, посвященной столетию архивной службы России и 25-летию Госархива Ингушетии, которая в эти дни проходит в регионе. Для гостей устроили экскурсии по Джарасскому району, ну а завершилась поездка в горы вкусным обедом. Все подробности в сюжете Тамерлана Хамхоева. Сегодняшняя экскурсия не совсем обычная, хотя бы потому, что первая остановка не у въезда в Асиновское ущелье Джейрахского района, а у башенного комплекса Вовнушки. Гостям рассказывают о том, какое значение в жизни ингушского народа имеют эти монументальные сооружения, сквозь века пронесшие в себе историю нашего края. Мы находимся в горной Асинской котловине Ингушетии. Здесь мы находимся на пути, на ветке бокового шелкового пути, великого шелкового пути. Здесь пролегала одна ветвь, шла туда, отсюда шла на Чечню, на Грузию она шла. Здесь караваны шли, верблюды и так далее. Эта дорога ей 4500 лет. Некоторые участники международной практической конференции, посвященной столетию архивной службы в горах Ингушетии, впервые. Впечатления самые позитивные, признаются гости. Атмосфера, царящая здесь, не может оставить равнодушным никого. Я думаю, что Ингушетия и башни сторожевые – это такие сооружения, которые достойны называться чудом России. Потому что впечатление неизгладимое они производят, и значение вот этого шелкового пути, который проходил по этой местности, оно, конечно, решающее место в мировой истории занимает. Поэтому то, что мы сегодня увидели, могильники, башни, природа, география, климат, история, археология, это впечатляет очень. Я поражен суровой красотой этих мест. Раз. Второе, мы вот сейчас ехали по дороге к этому комплексу. Я профессиональный историк, гражданский историк. Меня мысли, как люди жили в таких условиях, очень трудных. Хорошо, вода есть, а хлеб, продукты питания. А когда я посмотрел на башни, это выше человеческих сил. Одна тропа, как создать шедевры такой архитектуры. Чуть дальше башенного комплекса Вовнушки находятся солнечные могильники. Исследовав их, послушав рассказы экскурсовода, туристы направились дальше. Следующая точка – христианский храм Тхабай-Ярды, самый древний на территории России. Здесь останавливается практически каждый турист, находящийся в республике. Не стали исключением и сегодняшние гости. Я думаю, что это самое грандиозное здание, сооружение, которое надо внести, скажем так, под охрану ЮНЕСКО, скорее всего. Очень грандиозное строение, очень важное, очень нужное для истории народа. Следующая точка в программе экскурсии – самый крупный башенный комплекс в Ингушетии – Игикал. Огромное количество башен разбросано на его территории. Гости находятся под впечатлением, фотографируя буквально каждый момент нахождения на этой земле. Здесь этого времени циклопические постройки есть. Есть подземные склепы. Вон они внизу там находятся. Вон эта вершина, это святая вершина Цейлам, всей Ингушетии. Все языческие главные культовые постройки находятся на этой вершине. Сегодняшняя экскурсия еще раз показала, что в Ингушетии туризм развивается ударными темпами. В любую погоду и время нам есть что показать и рассказать туристам. Главное, чтобы их количество только росло. А гостям мы рады всегда. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24.